В эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. Вчера были сыграны заключительные матчи в группах А и Б. Итоги этих встреч мы обсудим с экспертами и аналитиками, главным тренером мини-футбольного клуба «Заря» Олегом Михайловичем Марченко и победителем всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» Никитой Кузнецовым. Здравствуйте. Здрасте. Ну что ж, вчера в заключительном матче, в третьем круге группового этапа сборная России уступила команде Уругвая со счетом 3-0. Какие впечатления вы получили от игры и, по вашему мнению, что не получилось у команды Черчесова? Ну, впечатления, конечно, не очень хорошие. До сих пор не можем отойти от этой игры. 3-0, мне кажется, это более чем убедительная победа команды соперников. Не получалось вчера, можно сказать, все. Наверное, были на это причины. Первая, наверное, одна из причин – это ротация состава. Наверное, по соображениям главного тренера он набирает Головина, чтобы он не играл, потому что, имея карточку одну, получая вторую карточку, ты не будешь играть уже в 1/8. Наверное, это правильно. Ну и выбирая Жиркова. Жирков — это, можно сказать, мотор, и машина, и мозг команды. Ну, не знаю, вчера неубедительно сыграли ребята все. И игра не получалась, за всю игру создать один момент. И то в конце, когда уже команда соперников контролировала мячик и играла в свое удовольствие. Нужно было прибавить, они бы прибавили. Нужно было бы еще гол забить, они бы забили гол. Ну, я думаю, что успокаиваться не нужно, и будет все хорошо, и дальше ребята покажут и результат, и можно и выигрывать Испанию, и это показала товарищеская игра наша с ними, когда мы играли. Ну и вчерашняя игра с Марокко, они показали, что можно тоже играть с ними, и можно им забивать. Там играют тоже люди, это не роботы и не моторы, так что все будет хорошо. Будем надеяться и верить, что дальше будет все хорошо. Ну, вот я думаю, что они вышли просто на матч не собраны. Ну, в какой-то мере они уже как будто выиграли этот чемпионат мира. Играли так, по крайней мере. Вот, как правильно Олег Михайлович сказал, ротация состава, мне кажется, очень помешала. Сильно повлияло на игру, Да. Вот предыдущие матчи, вот они играли в одном составе, ни один человек, который играл в этом матче, не пропускал, получается. Мне кажется, вот они показывали хорошую игру, а сейчас вот, ну, с одной стороны, тренер правильно делал, дает всем играть. Ну, как я в предыдущей передаче говорил, да, играли в свое удовольствие. Сейчас вот будем играть с испанцами. На этом турнире, на домашнем чемпионате мира, так уж получилось, что у нас соперники, да, идут по нарастающей. Начинаем с Саудовской Аравии, ну, то есть явный аутсайдер, да, чемпионата мира. Потом у нас матч с Египтом. И вот фаворит группы, команда Уругвая, вот, давай про эту команду поговорим. Максимальный результат, все очки они заработали, 100% результат. Что можешь сказать об команде Уругвая? Ну, команда, мне кажется, она собранная, опытная. Тот же Суарес там играет, Кавани на острие, обостряют, чуть ли не каждую передачу завершают, обостряют, ну и забивают, соответственно. Поставленная игра в пас, тренерская мотивация, там, ну, команда, одним словом можно сказать, они реально показали хороший уровень, класс игры. Ну, вот. Видишь ли ты команду Уругвая вот в числе лидеров чемпионата мира в России? Ну, чисто мой прогноз, они не пройдут дальше 1/4. Вот, до 1/4 пройдут, а дальше там соперники будут уже такие же опытные, и на таком же уровне, и на таком же классе будут. Вот. Ну, Уругвай вышел с первого места, встретится в 1/8 финала с командой Португалии. Я думаю, это будет не менее интересное противостояние. Теперь давайте вот подведем итоги группового этапа. Если брать в целом все игры, да, все 3 игры группы А, какую команду мы сейчас видим, я говорю про сборную России, после 3 этих игр? Растет ли команда и какие вот, изменения наблюдаются в игре? Ну, я думаю, что да, она как бы растет, но вот эти вот 2 игры, они показательные были, и мне кажется, что с испанцами они покажут довольно-таки хорошую игру. Мне кажется, там тренер соберет их, даст больше мотивации, выпустит основных игроков уже, вот Жиркова, Фернандеша, да, вот они будут, мне кажется, хорошо вот покажут игру, уровень тот, который они играли вот в Саудовской Аравии и с Египтом.
Олег Михайлович, чему может научить это поражение футболиста сборной России? Ну, мне кажется, команда должна быть еще злее, еще собраннее. Я не могу сказать, что они играли там без какой-то мотивации. Они уже приучили нас всех, и болельщиков, и всю страну к победам, к выигрышам. А здесь вот так уступить, не очень хорошо. Я думаю, что соберутся, наверное, соберутся. И после каждого поражения бывают победы, и будет все хорошо. Мы, как Никита сказал, покажем хороший, достойный футбол. Ну, как говорится, проигрывая, мы учимся побеждать. Да, ну и разочарованием в группе А стала команда Египта, набравшая 0 очков. Вчера они уступили Саудовской Аравии со счетом 1-2. Наверное, единственное, чем мы отметились, египтяне на этом чемпионате мира, это у нас рекорд, поставленный их вратарем. Это Эссам Эль-Хаддари, вышедший на поле в возрасте 45 лет. Теперь он является победителем, получается, рекордсменом по этому показателю по сборной Египта. Что можем сказать? Ну, я скажу, да. Команда аналог Аргентины, можно сказать, да. Команда лидера, да? Да, играют на лидера, они на Салаха, на того же. Он, мне кажется, еще не настолько, не полностью восстановился. Они играют на него, пихают ему, решай, играй. Так он показывает все равно, все равно нужна команда, мне кажется, чтобы выигрывать, побеждать, какой-то результат зарабатывать. Нужна команда в первую очередь, а не играть на лидера. Ну, давайте сейчас перейдем к группе Б. У нас очень интересная ситуация. Вчера в этом квартете было зафиксировано 2 ничьи. И тут лидерство в этой группе 90 минут идет и там меняется, да? Лидерство. Очень интересная ситуация была. Вчера в этом квартете Португалия сыграла в ничью с Ираном, а сборная Испании с Марокко в ничью, и на последних минутах это ничего не добыли. Как вам эти матчи и вообще сам расклад в этой группе? Да, здесь все знаете, все игры интересные. Вот Никита говорит, что играли там на Салаха, там что-то, там лидер Месси, здесь Салах, Месси. Он правильно говорит, что нет команды. Это не показатель. Нет команды. Посмотрите на команду ту же Марокко. Команд очень много, которая играла Саудовская Аравия. Она вчера доказала, что они могут. Мы смеялись над ними, что мы их обыграли 5-0. Здесь слабых соперников нет. Они же проходят через какой-то этап, попадая на чемпионат мира. И каждый показывает, что он может. Он решает, можно сказать, свою судьбу. Где-то одним моментом он может решить одну судьбу, и его пригласят самые великие клубы мира. Играли, все думали, что испанцы вчера на одной ноге обыграют Марокко. Иран, да, неуступчивая команда, но по мастерству Португалия все равно сильнее. Там не только Криштиану играет, и там очень много людей, которые играют в топ-клубах и которые могут доказать, что они могут. И, мне кажется, будет до последней минуты. И сейчас видно, что лидеры в футболе, у них все очень тяжело, да, они набирают, но некоторые команды из группы еще под вопросом, выйдут или не выйдут они дальше и пройдут. И все бьются, неважно, это немцы, бразильцы, испанцы, это португальцы. Все стараются и показывают, что они что-то могут. Я еще раз говорю, они решают свою судьбу, каждый решает свою судьбу, да, бьются за сборную, но у каждого есть шанс попасть и сделать, и перевернуть всю свою судьбу с ног на голову. Ну и продолжая разговор об этой группе, Никита, сейчас мы знаем итоговый результат группы Б. Ожидал ли ты такого и вообще как оценишь? Да, я ставил сразу же на прогноз, что испанцы выйдут с первым местом, португальцы с вторым, но я не ожидал, что будет какая-то прям жесточайшая борьба между Марокко и Ираном. Марокко показал очень высокую игру, да, хотя нет там таких звездных игроков, да, они показали характер, в первую очередь, зубы показали, что мы можем, мы все сможем, просто пока у нас ничего не слаживается, да. Иранцы, да, неуступчивая команда, как правильно сказали Олег Михайлович. Она могла выйти, на последних минутах был момент, чтобы забить все, и Португалия домой, Иран выходит с первым местом спокойно. Не повезло, не фартануло. Да, действительно, могло так получиться, что играем мы с Ираном, да, Португалия летит домой, но получилось так, как получилось. Ну что ж, и самый главный вопрос, дорогие эксперты. В 1/8 играем с Испанией. Как вы видите это противостояние? Я думаю, что будет жесточайшая борьба за выход в 1/4, да.
Россия покажет очень хороший уровень игры, испанцы покажут очень хороший уровень игры. Вот Черышев, да, вот он, мне кажется, с испанцами будет играть не то, что легко, а он же играет в Испании, правильно? Он, мне кажется, покажет хорошую игру вот с испанцами, а вот наши ребята покажут зубы, характер, сыграют, мне кажется, очень хорошо. Олег Михайлович, как надо действовать против испанцев? Ну, мы все знаем, что они могут мячик Долго держать? на первой минуте забрать и на 90-й минуте отдать мяч. Если мы побежим, сломя голову и с такими вот глазами, то они нас поймают. И то, что было 3-0 вчера с Уругваем, это будет еще цветочки, а дальше будет хуже. Я думаю, мы сядем, наверное, в оборону и будем сидеть от обороны и ловить на контратаках. Там, я не знаю, кого он будет выпускать. Ну, я думаю, что выйдет Смолов, Дзюба не будет играть, потому что это не та команда, против которой нужно там бороться, где-то давить, там они все это мячик контролируют, держат, я еще раз говорю, с первой до 90 минуты. Но будут глаза гореть, будет гнать наш стадион, Лужники, большой и великий, и столько зрителей, ну, мы просто обязаны будем показать хороший футбол и сделать чудо, и невозможное выйти с 1/8 и пройти дальше. Будем надеяться, и я буду, как Никита говорит, верить и своим друзьям всем говорить, что мы обязательно выиграем, не знаю как, но дальше мы должны пройти, и мы пройдем дальше. Да. Действительно, с нетерпением будем ждать этой встречи. Ну а сейчас я предлагаю обратить внимание на расписание сегодняшних игр. Сегодня у нас играют группы С и Д. У нас будет игра Австралия-Перу. И также в этой группе встретится Дания-Франция. По раскладу в этой группе у нас Франция и Дания уже обеспечили себе выход в плей-офф. Видели ли вы Францию и Данию в лидерах этой группы? И были ли сюрпризы для вас? Да нет, французы изначально были фаворитами, они в топ ходили клубов, которые могут попасть и пройти дальше и в финальную часть. Ну вот датчане, конечно, да, команда очень хорошая. Но там такая группа ровная была, мне кажется, кроме французов, они более-менее такие именитые и мастеровитые. Датчане молодцы, что дальше прошли, там игра уже дальше, мне кажется, ничего не решает, там уже, чтобы доказать свое, там, что мы можем тоже, и будут биться все за свою страну. Ну тут, кстати, аналогичная ситуация, как и в нашей группе, да, сегодня встречаются лидеры, и они оспаривают первое место. Никита, по твоему мнению, Франция или все-таки Я думаю, будет боевая, да, такая ничья. Ничья. Да, я думаю, так будет, и с первым местом выйдет французы. Ну, французы там очень много молодых игроков, которые бегут, да, как сказали, сломя голову, да, они бегут и дают результат, да, тот же. Ну, мне кажется, французы выйдут с первым местом, датчане выйдут со вторым. Ну и сегодня также будут подведены итоги в группе D. У нас встречается Нигерия, Аргентина. Вторая пара у нас Исландия, Хорватия. Сейчас ситуация такова, что лидируют хорваты 6 очков, далее идут нигерийцы, у них 3 очка, у Исландии и Аргентины по 1 пункту. Но тут, конечно, удивляет положение сборной Аргентины. В целом о группе и о таком неудачном выступлении команды Аргентины. Никита до этого говорил, что играет на Салаха команда Египта. Здесь в Аргентине играют на Месси, да, есть там еще ряд игроков, которые что-то могут, но мне кажется, команда изначально показывает такой футбол не очень убедительный, не очень хороший, и им нужно максимум усилий приложить, чтобы сегодня обыграть и дальше выйти, неважно там кто у них соперник, просто игра не пошла у Месси, но здесь партнеры немножко другие, там ему дают пас, где-то его страхуют, он там делает все что угодно, он там и исполняет, и все, и забивает, а здесь он не может, и за сборную он играет очень плохо, это изначально он за сборную всегда играет плохо, там не зря пишут СМИ какие-то конфликты и в тренерском штабе, и в команде тоже какие-то конфликты. Ну, посмотрим, не знаю, футбол покажет, сегодня игры все покажут, так что игры будут очень тяжелыми. Действительно, очень интересная ситуация в группе. Ну что ж, дорогие эксперты, благодарим вас за то, что нашли время и поделились мнением. С нетерпением ждем игры нашей сборной и продолжаем наслаждаться чемпионатом мира в России.